Уже 20 лет этот дата отмечается, она была уже 20 лет отмечается этот день, и создан этот день для того, чтобы такие многочисленные языки сохранялись, да. И как вчера вот у нас был табасаранский язык, и вчера было отмечено, что ни танцами, ни лезгинкой, ничто не передать дальше культуру этого народа, кроме как языком. Только язык передает культуру народа. И у меня есть одна заметка Расула Гамзатова, все вы, наверное, знаете, дагестанский аварский поэт, писатель. И очень хочу это зачитать. Я читала ее на каждом уроке, и на табасаранском, и на аварском. И думаю, что вам тоже будет полезно послушать. Однажды, будучи в Париже, Расулу Гамзатову сказали, что есть дагестанец, художник, который проживает в Париже, и он захотел с ним встретиться. Этот дагестанец, он после революции покинул Дагестан, уехал в Италию, там женился на итальянке. С тех пор он скитался по городам Европы в поисках, да, своей родины, но, не найдя ее, тосковал. И вот Расул Гамзатов встречается с ним и заходит в его мастерскую. В мастерской висит картина, которая называлась «Тоска по родине». И на картине была изображена итальянка в аварском костюме у горного родника с кувшином. Печально находился на склонах гор аварский аул, да, еще печальнее горы были нарисованы, и на вершинах гор был туман. И вот художник, дагестанец, говорит о том, что туман – это слезы гор. Когда склоны окутывает туман, по морщинам скал начинают стекать светлые капли. Туман – это я. На другой картине Расул Гамзатов видел птицу, сидящую в кусте колючего терновника. И он спросил, о чем эта картина, и художник сказал, это по мотивам древней аварской легенды. Какой же легенды? Птицу поймали и посадили в клетку. Оказавшись в плену, птица день и ночь твердила: «Родина, Родина, Родина! Точь-в-точь, как все эти годы я твержу». И хозяин птицы подумал: ну что же у нее за родина такая? Где она? Наверное, это какая-нибудь прекрасная цветущая страна. И он: дай-ка я ее выпущу из клетки. Он открыл клетку, и птица выпорхнула. Она отлетела 10 шагов. Опустилась на куст терновника, растущего среди голых камней. В ветвях этого куста было гнездо. На свою родину я тоже смотрю из окна своей клетки, закончил художник. Почему же вы не хотите вернуться в Дагестан? Художник ответил: поздно. В свое время я увез с родной земли свое молодое жаркое сердце. Могу ли я возвратить ей одни свои старые кости? Приехав из Парижа, Расул Гамзатов отыскал родственников, и, представьте себе, была жива еще его мать. Он пришел к матери этого дагестанского художника, рассказывал о жизни за границей, о его тоске, и вдруг мать спросила: вы разговаривали по-аварски? Расул Гамзатов сказал: нет, мы говорили через переводчика. Я по-русски, а он по-французски. Мать закрыла лицо черной фатой, как закрывает, когда услышит, что ее сын умер. По крыше сакли стучал дождь. Мы сидели в аварии. На другом конце земли, в Париже, тоже, может быть, слушал дождь ее блудный сын. После долгого молчания мать ответила: ты ошибся, Расул. Мой сын давно умер. Это был не мой сын. Мой сын не мог забыть языка, которому я научила его. Я аварская. Это именно о ценности языка и для чего его надо изучать. И мы очень рады, что лезгинский язык преподается в нашем центре. И с удовольствием послушаем сегодняшнее ваше все выступление. Спасибо большое. Спасибо. Было очень приятно все слушать вас. Так. Я тоже хочу немножко что-то рассказать о себе. Естественно, начну я на лезгинском языке сначала. Свое выступление маленькое. Çok güzel ya. Her milletiz akoday. Kol
bahtlı ya. Dide diye çalal rahaday. Zilizgi çal. Zidide diye çal. Vas hürmet da. Zadide diski. Zilizgi çal. Assalamu alaikum. Kız biraz. Mesutçu, Adana, Ruhmanar, Akbara, Zi, Ruhbayar, Balayar, Biti Neveyar, Biti Hutularni. Çolak Şadya, köy ina okuniz. За сифте мушло сказала чади идарди бине итилма карсис итаҗибиз жуан чехи разива ва сага рус каза чехи мөмкин балган час ада икаси идарди лизги тарсак ху ине имари катар келет ху чувир санал гот чико бир сасу ималак кса кайя Çeşit şehirde bir lezgi sana otku ama güzel şadizo i kardal bir pot kana sasako sasa kazraho tanişko. İgrami muzlar stula kaniçi şad Amerika çına juan lezgi çal. Хюниз бахшнавай. Чи дидедин чал чына очеркини кутунук анда чык. Дидедин чал дичирда сайибия. Millet dikay. Halk millet dikay halk dikay izvaydi dediğin çalıyor. Şaçına çilizgi çal. Kodatin. Çilizgi çal çına diye hemişe kon lazım ya. Канисадла февральдес керчизва инанейда ana администратор исентеди. Яказ бахшна Америка темиши келет кузвади. Чинаничи Америка келет куда бири таламман рахталазни и иштакфлай чи сан рахталазни. Дела и ведущий чи Америка кузва Виолетта и Арсений час Мали презентации. Сейчас ина гзав Америка тажда, но кнечо гзав амемир. Бекиди казгамир имчисадла Америкача. Чазгалатар авата ахба кнечазла чагалатар чна чагалатар мадриле чна дюзды каз худавол ида. Ну что, теперь давайте поговорим на русском. Рада приветствовать всех на мероприятии, посвященном Дню родного языка. А для нас это хороший повод произнести слова любви и уважения к своему родному языку и культуре. Язык является самым сильным инструментом сохранения и развития нашей культуры. На сегодняшнем мероприятии вы узнаете о культуре лезгинского народа, о происхождении языка. Также вы услышите пословицы, стихотворения на лезгинском и на русском языке и покажем небольшую сценку. Хотелось бы отметить то, что все выступающие сегодня не говорили ранее на лезгинском языке и только пару занятий посетив по лезгинскому языку стали такими отважными, решились на такие открытые мероприятия. Мы тщательно готовились к этому мероприятию и надеюсь, что вы оцените наши старания. Давайте поддержим всех сегодня. Зихаичал, зилизгичал. Вихар сагав сакашья, акашарикай ярат мешай, джавахерар гзакья. Эй, кандазас, урусчални, маса бурни чирдаза. Амма вири чаларин шах, зазлизгичал, буньяхах. Баркалла. Сейчас вашему вниманию будет представлена презентация о истории лезгинского народа и происхождении языка. Нельзя включить свет? Видно будет. А громче нельзя делать? Лезгины – это один из коренных народов Кавказа, исторически проживающих в южной дагестанской части и северной части Азербайджана. Это второй по численности народ Азербайджана и четвертый в Дагестане. Всего в мире начисляется от 800 тысяч до миллиона лезгин.
В середине первого тысячелетия до нашей эры в Восточной Закавказье складывался албанский племенной союз, объединяющий 26 племен, которые говорили на лезгинской ветви языков. В письменных источниках термин «лезги» используется уже в XII веке, но это название не является в прошлом самоназванием для отдельной дагестанской народности. Название лезгины ошибочно и безразборчиво употреблялось в качестве термина для обозначения многочисленных горских племен, населявших центральную и южную часть Дагестана, а сам Дагестан раньше называли Лезгистан. И только после 1920 года этноним лезгины превратился в наименование одного из горских народов Дагестана, известного под ошибочным названием кюринцы. Лезгинский язык относится к лезгинской ветви навско-дагестанской семьи и делится на 3 группы диалектов. Это кюринский, самурский и кубинский. Имеются также самостоятельные говоры. Дагуспаринский, финский. Ну, в общем, они перечислены на слайде. Можете ознакомиться. За все время своего существования лезгинская письменность функционировала на разных графических основах и неоднократно реформировалась. В истории выделяются следующие этапы. Начало XIX века – это письменность на основе арабского алфавита. 1860-е, 1990-е годы письменность на основе кириллицы. 1928-39 годы письменность на латинской основе. И с 1938 года современная письменность на основе кириллицы. Попытки создать нормативный, научно разработанный лезгинский алфавит на арабской графической основе были предприняты только после революции 1917 года. Первый такой алфавит составил учитель из Касумкента Абу Джафар Мамедов. Другой вариант алфавита был разработан Гаджибековым. В 1960-е годы, после присоединения Дагестана к Российской империи, этнограф и лингвист Усларом была составлена первая лезгинская грамматика. Вот так вот она выглядела. В этой грамматике были использованы и модифицированы кириллический алфавит с добавлением нескольких латинских и грузинских букв. Дальнейшее развитие данный алфавит не получил. В 1920-е годы в СССР шел процесс латинизации алфавита. В 1925 году по 26-е годы лезгинские студенты, обучающиеся в вузах Москвы, организовали лезгинский кружок. Одним из результатов работы, которой была составлена брошюра «Писать ли на лезгинском», в котором был предложен проект латинизированного алфавита. Несколько позднее для дагестанских языков Гаджибековым и Шамхаловым был составлен новый дагестанский алфавит. Одним из его модификаций было представлено для лезгинского языка. 27 июня 1928 года научный совет Всесоюзного Центрального комитета нового алфавита одобрил предложенный алфавит. А в 1932 году в лезгинском алфавите были введены ряд изменений. Было уменьшено количество букв и введены заглавные буквы. И к середине 1930-х годов он имел вот такой вот вид. В конце 1930-х годов в СССР начался процесс перевода письменностей на кириллицу. В ходе этого процесса 5 января 1938 года Бюро Дагестанского обкома ВКПБ постановило перевести на кириллицу и алфавиты народов Дагестана. 11 февраля новый лезгинский алфавит был опубликован в газете «Дагестанская правда». Современный алфавит действует с 1962 года. И прежде чем перейти к следующим слайдам, хотелось бы узнать, знаете ли вы каких-нибудь известных писателей и поэтов, которые стремятся к сохранению нашего родного языка? Вы можете перечислить. Современные или современные? Вообще существующие в истории. И самый известный, да, Сулейман Стальский. Сулейман Стальский. Ты еще, может, знаешь? Современник Саджидов. Хорошо. Современных Владик Бахманов. Арбен Кардаш. Да. И сейчас я перечислю их, и мы представим их на слайде. К известным лезгинским писателям и поэтам относятся
Гудрет Велиханов, Неомет Лизгин, Саят Стальская, Ханбике Хаметова, вышеупомянутый Етим Имин, Алирза Саидов, Сулейман Стальский, Саид из Качхюра, Шах Эмир Мурадов, Седагет Керимова, Музафар Мелик Мамедов и Афер Мехман. Всех, конечно, не перечислить, много. Да, это одни из самых известных, мы перечислены. И именно эти люди одни из тех, которые сохраняют наш родной язык в первозданном виде и не дают нам забыть. Спасибо за внимание. Приглашается Ахмад, Уруш Чаларин, Шиир, Элис. Энди ученик, этот ученик мой, который вообще ни одно слово на лезгинском языке не знал. Ни одно слово. Вот уже с сентября месяца он ходит, Тарсалис Хезло, машалла, у нас с ним уже диалог идет. Мы с ним разговариваем, он сначала сейчас расскажет на русском языке, и потом на лезгинском тоже он выучил стихотворение. Да, выразительно и громко, как ты рассказывал. Народов много, распевать не стану, но с гордостью я выделю один, что прославлял Кавказ, стоя на грани, гордо называл себя лезгин. На долю леков выпало немало, но выстоять смогли сквозь тьму веков. Но сейчас потомкам лишь осталось не забывать слова отцов и стариков. Так вышло, леков всех разъединили, но на судьбу не надо ратовать, ведь кровь и дух лезгины сохранили, и свои корни не смеют забывать. Лезгины все должны объединиться, сплотить свой дух среди седых вершин, чтоб каждый мог в единстве укрепиться и гордо называть себя лезгин. Следующий приглашается Джамиля Хала. Eldest şiir Zilizgiyar muhtar. Zilizgiyar, Zibaghriyar, Aguda Yakuneri Kün, Emil Hanoç Bedyajiyar, Jilov da Tozgan Tanakün. Büzgüdilay Mihiyaz Çin, Lerilay Derin Yazrik, Küz Agor Yaz İsmet Viçin, Zihal Kayıp Kan Vagari. Xenik anda Bubayrin Çil, Xenik anda Dideyrin Çal, Xenik anda Hüday Volvil, Pakadi Koz Hürür Dilçal. Çak hava dağ, çak hava hül, Lezgistan ya hali cennet, Dirid ya sadvilin gül, Sat da hayla köze millet. Zilezgiyar, Zibaghriyar, Almas herkes hıtı korkün, Zakhir волшад maniyar, Kökünerik abudna kün. Maşallah, maşallah. Allah kesin. Çok sağ ol. Десята Шиир Лугуда Замира. Подарки товарищ. Всего 2 урока он посещал. Всего 2 урока. На 3-м уроке уже стих Ганзайда, шиир Ганзайда Шкелда. Ну, Хайгова, ну, Кялзу. Лезги чау. Зичанда, зи хир нефес амай кон. Зи лезги чау жедай, да и мицел зи. Киилани килих, курай суран кон. Лезги чау хенвай, сахизел зи. Зон лезги чау рахадай. Заз дедедин камат, падая козвай. На лугу дедеде, завде рахазвай. Чални деде, Qedni satkis bahazvay. Millet şittuş, ama hardas viçin çav. Çir vakon huy, masan hayi didehis. Mehel, melhem ya am, isandis, çandir beyhav. Dide, vatan, çal, hıh vileni nehis. Ziçanday, zehir nefis amay kon. Zilizgi çal jeday, Даим мицелзи. Киилани килих,
Пурай сурум хон. Мизги чало кхенвай сахизелзи. Машаллах, машаллах. Машаллах, Замир. Аллах тихему. Уже, машаллах, санки аллах. Гила Залина Тикелда Шир. Залин ты шибет ялтату. Ята Ахмад Эфеч. Ахмад. Зато лизги чалды шиирмызда. Шиир лизгирю. Это душа лизгина переводится. Душа лизгина. Зирик алай дидидин чал. Лизги чилел зигел дайди. Ингафар из япцевна. Бубайрин рюх кивис хена. Лизги чили закра моя. Лизги чала закра моя. Хунта вурта и рюх хора. Чана лама зах сура. Лизги вилин рюх авачас. Гарся кынлай туар винеяк. Чичихи эл. И эл дингел. Члин винел аламата. Лизги дефтул кэ гумата. Тик амата шарвилидин туар. Ватан лугу рик амата. Рюх авачас. Бахтлуя чун и рюх авас. А сейчас вашему вниманию будет представлена сценка. Небольшое предисловие хотелось бы сказать перед началом сценки. Где бы вы ни были, вы должны сохранять свой родной язык. Давайте поддержим аплодисментами наших. Первый раз в жизни они выступают дебют. Ахо за собой амир. И касако, и кас. Спасибо, ял. Allah Teala hadnoy zaman sifte tavsiniz. Ата юкуза и дазгана ичала, кисип аял себе тест чахала. Зализала на чижу, вулизгиялаза. Вот эта девочка, да, в прошлом воскресенье только первый раз прошла на урок родного языка, да, и я ее завалила стенкой словами. Она, бедно, растерялась. Я говорю, ты лезгинка? Будешь учить слова? Я говорю. Машаллах. Сейчас она покажет маленькую сценку. Громко говори, чтобы все слышали. Карине Худжа. Да. Прошу строго не судить. Да. Ухтана не пожа. Тана хари, Отсюда тана. ту. Сайсти кандавай чай цизас. Рак катас вахтидия. Дочка лигудеда. Почтальон тебе пожа. Чищехедова, гадай кавас кяма. Ва, макялая, кялая, фатфат. Салам алейкум, день бабо. Кюн ик ава. Как здоровье? Как поживаете? Зунг созе, учеба нормально. Скоро приеду. Кюн сера, до свидания. Ты выруч гафария, саис яхана келес. Им уч мусибатия. Бесях уже, бесё. Чал икхана, чал акхана и пилюшурия. Лапхса я возьми вехцис. Чал пилюшулер, пилюшер ты защиз ваче. Учеба нормально, здоровье хорошо, и уч гафария, и уч хано зехцы. Я уже, я